Работал, значит, сначала учителем 11 лет, математику преподавал. Потом он работал тренером. И тренером до конца своей жизни. Я, когда вышла на пенсию, тоже стала тренером, помогал ему. И 27 лет я тренером работала. Наши сыновья Николай и Василий тоже, они, значит, имеют по 2-3 диплома других профессий, но они работают больше тренерами. Николай II работает, значит, в Чурапчинской средней школе, в Чурапчинской школе-интернате, заслуженный тренер России и Сахалинск-Якутии. Они, значит, мастера спорта. Теперь жена, значит, Николая Ильинична, кандидат наук, она тоже работает вместе с мужем в Чурапчинской школе-интернате тренером. И супруга, значит, Василия работает в городе Якутске 5-й ДШШ-5 в спортивной школе, тоже тренером. Она по профессии математик. Теперь у меня, значит, две, значит, внучки, которые уже взрослые. Одна в этом году заканчивает, Лена заканчивает университет. Она тоже мастер спорта. Не знаю, выберет ли шашки. Старшая, значит, моя внучка Аелика, она, значит, окончила тоже институт и теперь работает в доме творчества тренером, мастер спорта. Наш очередной турнир в памяти нашего великого тренера Николая Николаевича Кричкина, проводящийся ежегодно на очень высоком уровне, где участвуют сильнейшие шашисты России. В прошлом году играл даже 10-кратный чемпион мира Александр Георгиев. В этом году тоже собрались многократные чемпионы мира. И это такой приятный праздник для шашистов, всероссийский турнир на очень высоком уровне.
Данная школа является одной из сильнейших в мире, вот, поэтому всегда очень сильные составы. Вот, у нас тоже сейчас вот, 2 раза в год в наш регион, в Иркутскую область, из республики Саха-Якутия приезжает по 100 человек. У нас вот проводится всероссийский турнир осенью, и со 2 по 9 февраля у нас проходил чемпионат Сибирского и Дальневосточного федеральных округов. Вот, то есть тоже ребята из Якутии приезжали, 2 международных гроссмейстера, Андрей Федотов и Николай Гуляев, поэтому вот я сейчас приехал как бы с ответным визитом поддержать этот турнир, потому что Николай Николаевич очень известный тренер. Этот турнир памяти его проводится в 14-й раз. Вот, ежегодно все сильнее и сильнее составы получаются на соревнованиях. То есть очень много талантливой молодежи в Якутии, поэтому очень рад приехать и принять участие в данном соревновании. Турнир прошел, по моему мнению, очень хорошо. Нам всем игрокам понравилось играть. Было много сильнейших игроков, были очень красивые партии. Уже не терпится посмотреть все партии и проанализировать. Среди женщин приехала чемпионка мира по блицу и чемпионка Европы из Республики Башкортостан Айгуль Идрисова. Она очень сильнейший игрок, и действительно нам было приятно с ней играть. Среди мужчин также приехали Павлов Игорь и Дмитрий Никифоров из Красноярского края и из Иркутской области, тоже гроссмейстер. Из 5 регионов у нас пришли участвовать 170 общих участников, 9 гроссмейстеров международных и российских гроссмейстеров участвовали, и 18 мастеров спорта. Но неожиданности на соревнованиях были, ну, напряжение, и тоже до последнего все стояло, да, и в последнем туре почти все решались. Наш лидер, наш прошлогодний чемпион, 9-классник Асен Егоров выиграл чемпионат, и наш гроссмейстер, чемпионка мира Матрена, тоже выиграл соревнования. В целом, все прошло на высоком и хорошем уровне. Все судьи очень внимательно и без никаких споров все отработали.